Общий объем доходов бюджета фонда репатриации за этот год составил почти 240 миллионов рублей. Куда и как расходуются эти средства, об этом подробнее будем говорить в программе «Посредник» с председателем фонда Инвером Чомагу. Он у нас в студии. Инвер, приветствую. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам в студию. Давайте для начала нашим слушателям объясним, вот в чем разница между фондом и комитетом репатриации, чтобы сразу было понимание, о чем идет речь. Фонд был создан для аккумулирования денежных средств. Эти денежные средства идут из фонда заработной платы 2%. А также, чтобы следить за расходованием средств именно постатейно, не нарушая эти статьи. То есть основные статьи, которые это идеологическая, социальная, строительная, которая называется нужды репатриантов. О каждом пункте, я думаю, мы сегодня... постараемся подробно. Да, вот куда и как расходуются эти деньги, мы сегодня будем это обсуждать. 2% отчисления в фонд составляют. Да, фонд. А в этом году как вы оцениваете вот эти поступления по сравнению, может быть, с предыдущими годами? Больше, меньше? В принципе, за исключением одного года, это если брать 5 лет, с 2018 по 2023 год, только 2019 год был небольшой дисбаланс, потому что мы помним, это ковид, начало ковида, и с поступлением были затруднения. А в основном каждый год наблюдается прирост в 15-20%. Если было в прошлом году, 209 миллионов, то в этом году мы рассчитываем на 239 миллионов. А в следующем году мы вообще рассчитываем на 263 миллиона рублей. Опять же, посмотрим, как конец года будет и какие переходящие будут. А задолженности фонду? Потому что и другие коллеги ваши из фондов, они говорят о долгах, которые годами накапливаются перед фондом. Тогда, опережая события, я это попунктно хотел дальше. Впоследствии, тогда начнем с долгов. Долги образуются, как и у всех остальных фондов. В основном у всех одни и те же должники. В первую очередь это РУП «Черноморэнерго». Мы понимаем, что это самая важная отрасль на сегодняшний момент в нашей республике. От него зависимы все. У нас по отношению с долгами получается около 20 миллионов. Это сам РУП «Черноморэнерго» 15 миллионов и подразделения, которые к нему примыкают, это в городах и районах, РЭСы и тому подобное. То есть 5-6 миллионов рублей у них тоже задолженность. Общая сумма 25? Нет, общая сумма где-то получается 21 миллион. 15 миллионов головной офис и... примерно 20 по миллионов. городам и районам. И есть, конечно же, другие, но они уже платят. Есть график погашения задолженности между ними и нами, как и у остальных фондов. Поэтому люди платят. Опять же, зависит от возможности поступления, какие у них поступления тоже. Это плюс ежегодно, ежемесячно они должны отчисления делать, плюс которые уже из года в год переходящие у них скапливались. Естественно, неоднократно менялось правительство, руководящие должности сменяли друг за другом. И как-то на работу настроиться очень сложно всем, и мы их понимаем. Иногда они приезжают к нам, объясняются, говорят, с какими проблемами они сталкиваются. Естественно, мы, как и нас понимают, так же и мы должны их понимать, идти им навстречу. Поэтому, в общей сложности, если говорить перед фондом репатриации, на сегодняшний день именно 48 миллионов рублей. Но если из них мы говорим, что РУП «Черноморэнерго» это 21 миллион, тогда получается, что 50% это все остальные организации, которые существуют на данный момент. Как вы оцениваете эту сумму, почти 50 миллионов? Это существенная сумма для фонда, учитывая, если сам бюджет она существенная. 240 примерно, да? Приблизительно, да. У нас были 3 года экономии, мы переходящие имеем на 1 января 2023 года 162 миллиона рублей, которые были в этом году, опять же, внесены в бюджет через Кабинет министров, через парламент, как закон. У нас в этом году расходная часть бюджета составляет 402 миллиона рублей. Это получается, что, как вы помните, землетрясение в Сирии и в Турции, когда нашей диаспоре была оказана помощь в размере 24 миллионов рублей. Затем 30 сентября – это очень важный праздник для нас всех и круглая дата, великая дата. Поэтому государство нуждалось в этих средствах, в экономии нашем, и попросило, чтобы мы были соучастниками этого всего, и 100 миллионов было перенаправлено на эти цели. До конца года
Я даже могу подробно вам сказать, что 53 миллиона уже потрачено, потому что идут заявки, выплаты. 16,5 миллионов, они до сих пор, документы готовятся в разработке, и остаток 30 миллионов рублей до конца года, который мы еще должны будем выплатить. А по поводу других расходов. У контрольной палаты периодически возникают вопросы, и в сентябре этого года уголовное дело по факту 7 эпизодов хищения средств фонда репатриации было направлено в Сухумский суд. Да. По версии следствия, из бюджета фонда было похищено около 62 миллионов рублей. По делу проходит бывший министр по репатриации Беслан Бар. Сумма внушительная, если учесть, что вот мы с вами обсудили, каков вы знаете, бюджет как примерно. там я сейчас в деле уголовном мы разбираться не будем. Не мы будем. Не судебная, то, что инстанция, цифры есть, так они существенны однозначно, но говорить именно какая сумма, вот именно какая сумма там, недостача идет, я об этом пока говорить не могу, потому что это в судебном порядке они должны пересмотреть. Естественно, там будут видны те окончательные цифры, которые в действительности недостают. Но в любом случае заведение уголовного дела – это такой серьезный повод задуматься над расходами. Теперь как-то это повлияло на работу фонда? Может быть, более жестче к расходам, более целенаправленно, более ответственно? Вот как определяются вообще приоритеты расходования средств? Но опять же, вот смотрите, это не фонд решает, мы... Комитет по репатриации. Комитет по репатриации, естественно, это есть многие вещи, которые идут по разрешению Кабинета министров. То есть это строительная форма. Пока шло расследование, строительство было заморожено, но по необходимости, потому что у нас стоят очередники. У нас на сегодняшний день 55 семей, которым снимаем жилье. И их как-то надо уже определять, и как-то этот вопрос надо было решать. И, естественно, под свой контроль премьер-министр его взял. Передали Абхазстрою. И там есть субподрядчики, которые непосредственно этим делом занимаются. Естественно, ни госкомитет, ни фонд, мы не можем отслеживать момент строительства, как и другому любому человеку. Мы по факту визуально и ощупать только можем, когда это все делается. А говорить о том, что куда и что и как расходуется, только на бумаге, когда видишь, очень сложно анализировать до того момента, пока акт приема передачи не будет произведен между строительной организацией и между заказчиком. По поводу обеспечения жильем репатриантов, какому количеству, может быть, такую статистику, разбивка есть у вас, какому количеству в этом году? Может быть, на приобретение жилья, скольким вы смогли уже помочь? В этом году должны сдать 24-квартирный дом, это 3 этажа. Я надеюсь, что 24 семьи окажутся под Новый год в своих уже жилплощадях. Это здорово, прекрасная новость для тех, кто ждет. Мы очень надеемся, что так и будет. В принципе, в следующем году все строительные работы должны быть уже завершены. А в дальнейшем, как это будет проходить и по каким направлениям, то есть дальше продолжать строительные работы, возводить новые жилые площади, либо же покупать, либо еще какую-то форму определять, я думаю, это уже вышестоящие органы должны определиться с этим. По опыту, что вы видите все-таки? Покупать готовое или строить? Что сейчас выгоднее? Наверняка вы ведете счет деньгам. Однозначно мы понимаем, но вообще первоначально, изначально хотелось бы... Есть мировые практики, это израильская система, немецкая система, Российская Федерация тоже занимается репатриацией в какой-то степени. Поэтому аналоги существуют, но опять же переходить на их аналоги мы не сможем. Те суммы, о которых мы сегодня говорим, для репатриации это как капля в море. Поэтому нужны существенные бюджетные тоже средства, параллельно этих 2%, и государственные программы нужны экономического характера, социального характера, которые дадут возможность не задумываться тому репатрианту, который должен переехать на свою историческую родину. Где он будет жить, где он будет работать, какие выплаты будут ему гарантированы ежемесячные, пока он сам со своей семьей полностью не адаптируется и не станет равноправным таким же членом общей большой семьи. По статьям, если расходов посмотреть, больше всего выделяется на что? На жилье, на идеологическую работу. Вы знаете, об этом тоже хочется отдельно поговорить. Для идеологической работы тоже определенный процент выделяется. Вот, например, в этом году около
28 миллионов было выделено, определенная часть уже израсходована. Это, например, были такого рода мероприятия, как детский лагерь. Он в связи с ковидом приостановился, но мы его возобновили. То есть приезжают из КЧР дети Абхаз-Абазины, плюс Сирия, Турция, Ливан, как получится, по определенным квотам. И в этом году около 80 детей посетили свою историческую родину. Естественно, им очень понравилось. Все были в восторге, и они видели свою родину и ту историческую, которую им, наверное, не столько родители, сколько деды уже рассказывали, как оно выглядит и что было. Ну, естественно, то, что им рассказывали, то, что по факту они здесь увидели, помимо красот, это чуть уже разные вещи. Когда они сюда приезжают, у них все-таки осталось то, с чем уехали их предки. Поэтому им очень сложно сразу понять, как здесь жить, потому что они с другой культуры, они с другого духовного формата мира и с другими рыночными, капиталистическими взаимоотношениями. У нас все-таки пока социального характера, мы никак не перейдем к рыночным отношениям, поэтому пока идет стадия становления, и они не могут понять, как им здесь себя реализовать. Единицы только могут пока адаптироваться, все остальные по факту на иждивении. Мы помогаем им всегда с ними рядом, насколько это возможно. Это и здесь есть, в принципе, они в общем доступе, медикаментами, там, кому операцию должны делать. То есть есть Министерство здравоохранения. У вас должны быть всегда свободные какие-то деньги или какую-то часть бюджета? Нет, мы всегда, когда формируем, исходим из прошлых годов, закладываем определенный процент, определенное количество людей, которые могут непосредственно к нам обратиться за помощью того или иного вида. Есть и люди, которые получают помимо соцвыплат еще социальную такую корзину продовольственную, ежемесячную, там в размере от 5-6, иногда до 10, потому что у кого многодетная семья, им на самом деле очень тяжело, и нету возможности сторонне получить такую помощь. Просто, чтобы все люди понимали, не все понимают функционал самого Госкомитета и фонда репатриации в целом. Это фактически мини-государство в государстве. Все виды министерств, фактически основные, да, куда люди обращаются за помощью, также обращаются к нам. Именно этот пласт людей, которые здесь остались. Вообще, со времен, послевоенных времен, с 93 года, около 11 тысяч, те, которые стали гражданами, получили паспорт в основном, который получили, и плюс статус до 4,5 тысяч человек получило. Естественно, многие ими не пользовались, и они утратили свой статус. И они уже стали равноправными гражданами, но когда они обращаются в другие ведомства, не хватает столько средств в государстве. Естественно, они говорят: вы репатрианты, пойдите в репатриацию, там вам помогут. Опять идет нагрузка на нас. А контрольные органы, я их могу понять. Закон, он устарел, он утратил свой основной функционал. Туда его нужно видоизменять и вносить огромное количество поправок, потому что мир изменился, все потребности меняются. И поэтому, когда пишут о том, что есть нецелевое использование денежных средств, они прекрасно сами понимают, что то есть до каждого адресата, по факту, кто обращается, оно доходит. Даже Генеральная прокуратура, которая проверку проводила, естественно, они выборочно это все делали, в своих заметках, которые они писали, они до каждого адресата увидели, что денежные средства дошли. Они не могут не дойти просто. Это через банк проходит, через казначейство, через Минфин, то есть это живые те люди. Поэтому если мы не будем также рядом с ними стоять, как нам было тяжело это в ковидный период, да и в принципе всегда нам тяжело, потому что те средства, которыми мы существуем, они по факту иногда не дают нам возможности в полной мере помочь себе в течение месяца и своей семье. То есть был какой-то достаток определенный. А сколько выплачивают сейчас, например, семьям репатриантов? Вот вы снимаете жилье, вот какие расходы, мне интересно понять. Больше 20 тысяч рублей мы не имеем права снимать жилье. Это коллегия определяется. Над нами есть коллегия, которая непосредственно есть определенные вопросы, которые без них мы не можем, и отчитываемся тоже перед ними. При комитете? Туда общественные деятели? Общественные деятели туда входят. Это члены фонда и Госкомитета. То есть там все вместе. Есть член с Министерства финансов представитель, есть с научной стороны
также с общественной палатой представитель. Поэтому они все видят, и все открыто, все прозрачно. Для кого кто хочет, для любых контрольных органов мы тоже никогда не закрывались. Все и так в доступе, в открытом формате. Помимо жилья Инвер, какие еще расходы, какое бремя еще интересно узнать? Вот на одного репатрианта сколько денег тратится? Все зависит от того, с чем он столкнулся. Помимо жилья, пока он... Вообще в Конституционном законе как прописано? В течение 5 лет мы его должны обеспечить жильем, то есть кровом, пропитанием, содержанием его до адаптационного формата конечного. Это зависит от того, 2 члена семьи или это многодетная семья. Если это многодетная семья, естественно, мы там помогаем им, когда они определяют своих детей в школу. Каждый год мы покупаем для них школьную форму. В этом году мы купили около 59 форм для детишек, где было израсходовано около 345 тысяч рублей. То есть это 5-6 тысяч рублей стоит форма детская. Когда оптом закупаешь, она всегда дешевле, поэтому мы стараемся, к нам с пониманием, слава богу, относятся те люди, которые непосредственно помогают во всех этих вопросах и с медикаментами, и со всеми вещами. То есть есть люди, которые даже иногда просто от себя жертвуют. Помогаете собрать ребенка в школу, оплачиваете жилье, ежемесячные выплаты? Ежемесячные выплаты – это, опять же, только очень самым нуждающимся семьям, которые не могут трудоустроиться, и это языковой барьер в первую очередь. Для этого мы нанимаем организации, которые непосредственно обучают детей, взрослых. Онлайн-формат идет изучение абхазского языка. То есть непосредственно в течение года эти люди имеют шанс изучить свой родной язык. И, естественно, возим их по стране, показываем, объясняем, где что. Но это, опять же, в рамках внутренних программ. Самая большая статья расходов – это все-таки оплата жилья? Нет, самая большая статья – это сегодня строительство. По факту строительство, оно всегда дорогое удовольствие, поэтому в этом году было заложено 88 миллионов рублей. Но, как я уже ранее сказал, что у нас расходная статья увеличилась многократно. Это за счет именно переходящих сумм 162 миллиона. Мы ее квотировали 100 миллионов на 30 сентября и 37 миллионов на Дранский детский садик. Но это, опять же, через кабинет министров, потому что он наполовину только функционирует, а там в Драндах живут в ДСК в одном доме. Это полностью наши репатрианты, которые проживают. Их дети тоже в этот детский садик ходят. И по просьбе того, что там дети уже не помещаются, и второе крыло, государство тоже, посмотрев свои возможности и наши возможности, попросили, чтобы мы непосредственно эту сумму тоже заложили туда. А вот по поводу компактного их проживания отдельного, как вы к этому относитесь? Потому что это тоже такая дискуссионная тема. Стоит ли так обособлять их или наоборот? Я как-то думал, что их можно разбросать по городам, по районам, дать такую возможность, но опять же это очень тяжело и трудно по одной лишь простой причине. Это для них необходимо покупать жилье, а в каждом городе и в районе строить это тоже очень дорого. И под каждого подбирать село или город или район. На сегодняшний день из тех возможностей, которые у нас существуют, компактное их расселение, опять же, но это из Турции, из Сирии, Иордании, Ливана, из разных городов, из разных стран, откуда бы они ни приезжали бы, они все равно общаются друг с другом, видятся, и вокруг них дети самое главное, в первую очередь. Это адаптация детей. Они же ходят в школу, они ходят в детский сад. То есть адаптация через детей происходит, потому что это быстрее происходит, они быстро изучают язык, абхазский, русский. Естественно, они знают свои родные языки. И общение на многих языках дает возможность им между собой и между уже соседями и друзьями налаживать связи и быстрее адаптироваться. Вот жилищное право, как закрепляется за репатриантами, право на жилье, и потому что в самом начале вообще этого процесса были сложности, были случаи, когда жилье, которое им выделялось, потом продавалось, перепродавалось. Нет, по факту они не могут продавать свое жилье, пока они его не выкупят по той цене, которую им определило государство. То есть, если было на дом потрачено, условно говоря, 80 миллионов, она разбивается по квадратуре, каждую квартиру просчитывают, исходя из этого уже общая сумма
на одну квартиру выставляется им счет, если они хотят. Но им разрешается в течение года его выкупать. Потому что и рыночные цены тоже меняются, и однозначно, расходы. И расходы меняются, и все, и цена, все возрастает. И это тоже для них нагрузка, я понимаю, но оно все равно ниже рыночной стоимости будет. Потому что это не перекупают, там нету посредников, и там есть, например, только государство, то есть это госкомитет и фонд, и непосредственно они сами с их жильем. Часто ли они этим правом пользуются? Большинство нет. Кто к нам приезжает, чтобы понимать? Вот они в состоянии купить такое жилье, приобрести? Большинство нет. Многие хотели бы, но не получается у них. Опять же, это трудоустройство, возможность зарабатывать. Здесь не знаешь, как понять, как здесь адаптироваться. Тут еще и жилье надо выкупать, поэтому для них это пока нагрузка. Может быть, через лет 5 они осилят, или 10. Но у них есть время. Но они перепродают и покупают что-то здесь, в Абхазии, или могут распорядиться по своему усмотрению? Они могут, после того, как они вернули государству все вложенные средства на них, естественно, они могут, как хотят им воспользоваться, это уже их собственность прямая, а не государственная. Пока я такого не видел, они выкупают. Единственное, что бывают те семьи, которые либо что-то трагическое с ними происходит, с их родственниками, либо непосредственно кому-то необходимо обратно вернуться к себе на родину. В Турции это чаще всего для молодых прохождение армии, службы. У них там это в законе прописано. Если они не пройдут, то до 55 лет, кажется, они не смогут попасть туда, в Турцию, иначе они будут административно наказаны. Очень жестко. Очень жестко. Отношений. Да. Но вот в одном из своих интервью, если коротко отвечать на вопрос, вы говорили о том, что не хватает вам рычагов, механизмов в фонду, потому что вы сильно зависите от комитета в плане расходования тоже средств. Вот каких именно рычагов вам хотелось бы? Опять же, это все комплексно должно быть. Надо определить вообще статус самого фонда, как он должен в дальнейшем функционировать, потому что здесь есть еще, можем сказать о том, что Госкомитет и фонд занимаются еще, помимо всего, демографией. То есть в этом году было заложено уже 90 миллионов рублей. Это на выплату пособий родившимся вторым деткам, третьим, четвертым и последующим. То есть второй это 50 тысяч, третий это 100 тысяч рублей. Это функции фонда Асхара? Фактически да, но мы ее приумножили и большие средства запустили на внутренние ресурсы для того, чтобы помочь молодым семьям дальше как-то развивать свою семью, создавать семью, не откладывать рождение детей, поэтому это очень тоже значимо. И в следующем году, естественно, оно у нас увеличится еще на 10 миллионов рублей. И мы бы хотели бы, чтобы у нас получилось так, что помимо рождения второго ребенка, там за третьего было уже 200 тысяч, а за четвертого и последующего 300 тысяч. Это тоже существенно. Я думаю, что первые пару месяцев нагрузку для всех родителей оно сняло бы. Снимает, действительно. Однозначно. И нету оправдания никому. А по цифрам, если коротко, это очень интересная тема. В этом году сколько уже выплатили вы семьям? 42 миллиона 390 тысяч рублей было выплачено. Около 458 детишек родилось. 231 это мужского пола и 227 женского пола. А многодетных семей сколько стало в этом году? Третий ребенок в семье родился по количеству, если... Пока, если нам говорить на 2023 год, за 9 месяцев это получается около 200 детишек. Абхазской национальности? Абхазской национальности, да. Вторых 198. Но мы должны еще учитывать тот момент, что не все слышали, не все этим воспользовались, и мы взяли для себя такой лимит, что до конца года те люди, которые не успели в первые полгода обратиться, чтобы у них была возможность обратиться до конца этого года действующего. Потом просто у них возможность пропадает на получение данных финансовых средств. Я надеюсь, и с нашей помощью, кстати, эта информация дойдет до слушателей. Надеюсь, да, очень надеюсь на это. Инвер, благодарю за беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. А я напомню нашим слушателям, куда и как расходуются средства фонда репатриации, говорили с председателем фонда Инвером Чомагуа. С вами был «Посредник». Диалог с